Мои дорогие, доброе утро из Дикхелшин, с вами снова Лейла. И вы на канале «Как-то так у Лейлы». И, друзья, сегодня утро, и начну я свой влог. Дальше вы увидите то, что у меня действительно были в гостях блогеры «Женщина с претензией» и Ташина семейка Наташа и Хадижа. Вчера выпущенный мой ролик был, конечно, немножко с интригой. Мне были очень приятные ваши комментарии, ваши пожелания, что вы очень хотите женить моих сыновей, конечно, но это желание и у меня, но пока нет, друзья. Об этом вы, конечно, узнаете и без интриги, я вам это сразу же скажу, потому что такой новостью я не буду скрывать, я буду об этом говорить сразу, потому что действительно жду, что когда-то настанет этот день. И не для того, чтобы мне была помощница, как вы пишете многие, а просто чтобы мои сыновья действительно обрели свои семьи и стали жить, чтобы у них были дети, действительно, у меня внуки, чтобы пока я жива, увидела, что у них все хорошо, что они действительно живут в своих семьях. Поэтому эту тему отменим, но действительно была вчера очень приятная обстановка у нас, очень приятная встреча гостей. Конечно, я очень переживала, был мандраж, хотя знала, что действительно Хадижа простая, и Наташа такая же простая, но все равно мне хотелось показать именно наше гостеприимство лично моей семьи, но и в моем имени гостеприимство ингушей, как бы, кавказцев. И поэтому действительно я очень волновалась. Хотелось мне сделать много чего, в смысле сделать, приготовить, угостить, но действительно меня тормозили и мои дочки, и Хадижа тоже сказала, что мне написала в WhatsApp сообщение: Лейла, я знаю, что ты там пол Ингушетии подняла на уши, тормози. Но, конечно, я никого не поднимала на уши, но мне хотелось, действительно, хотелось от души их встретить, потому что я и Наташу, и Хадижу люблю. Мы с ними уже год общаемся, девочки, 18 девочек, по-моему, у нас, общаемся в группе. Как это был первый конкурс, в котором я участвовала у Хадижи, вообще у Хадижи. И с тех пор уже год мы все в этой группе, в группе WhatsApp, мы общаемся, мы делимся и про YouTube, и про жизнь. И поэтому у нас такие вот получились. Мы онлайн-подруги были, а теперь уже вот мы втроем уже как-то уже и воочию подружились. Ну вот, вчерашний прием наш закончен, они уехали, мы очень долго посидели, ну не очень долго мы посидели, мне бы хотелось, конечно, чтобы они действительно очень долго посидели, если бы они даже оставались у меня, мне было с ними приятно очень. Хадижа вообще, сами знаете, что позитивчик такой. Но почти все мы снимали, ну, вы увидите, что мы снимали, как и что у нас было. Аишка тут капризничает у нас сегодня. Танзила уже вчера уехала, друзья, и самое главное, вот только уехали мои гости, Танзила пригласила свою подругу с семьей, у нас были еще гости, мы практически легли где-то вот в 3 часу, ну, после утреннего намаза только мы легли. Они были, короче, 2 дочки, две дочки и отец с мамой. Мы семьями дружим, а старшая дочка подруга Танзилы. Вот как только уехали Хадижа и Наташа с мужьями, мы посидели уже как бы с новыми со старыми нашими друзьями тоже. Долго сидели, общались, были тоже как-то, ну, короче, такой позитивный, радостный день прошел у меня вчера. И сегодня я все-таки хочу начать этот ролик с того, что, потому что вчера, вы сами знаете, что в предвкушении у меня как-то не получалось до ихнего приема что-то снять, потому что хотела, чтобы и там было чисто, и здесь было готово, и уже последнюю очередь я говорю, давай еще манты я буду делать, все-таки мне кажется, и манты должны быть. И манты сделала, и галушки сделала, и мучные галушки, и галушки из кукурузной муки.
В принципе, мне хотелось показать им, угостить их всем, что я умею, но, конечно, это было нереально и невозможно. Ну, я не хочу сказать, что я прям такая хозяйка, что все умею, но тем не менее. Но остальное все готовила Танзила, мы даже близко не подходили. И Мадина приехала помогать, я благодарна им, хотя у нас не принято благодарить там как-то детей или что-то, не то, что у нас, у меня, если честно, может быть, это и неправильно. Ну, от того, что я это не сказала, мои дети знают, что я им благодарна, но вчера я даже им и высказала, что я очень благодарна, что они постарались для меня, что Танзила, что Мадина. У Мадины Аишка больная, с температурой, но все равно приехала. Она накрывала на стол, Танзила готовила. Танзила, бедная, так и просила ее: Мадина, если ты накроешь на стол, остальное все я беру на себя. Ну вот как-то так, друзья, действительно было очень приятный, очень хороший день прошел. Не знаю, как моим гостям, они уже, наверное, на своих каналах скажут, что и как, но мне это было очень приятно. И небольшую, сколько смогу, я поставлю вам, вы тоже побудете с нами, побудете в нашей атмосфере, посмотрите, как мы провели вчерашний вечер. Сегодня, главное, такое солнце, а вчера был дождь, но все равно, когда они уже приехали, прояснилось, было хорошо. Перед тем, как вот сейчас сесть и сказать, у меня было много чего рассказать в голове, что как я расскажу, что как скажу. И вспомнила, что в действительности, друзья, хочу сказать все-таки и заметить, что просто снять сейчас у меня не получается. Они привезли мне много сладостей, много гостинцев, но утром провожая Танзилу, я ей почти все, что они мне привезли, отправила им, потому что там у них тоже детки. Как-то Танзила будет ехать без гостинцев после такого, можно считать, пира. Все-таки было бы некрасиво с моей стороны. Там у нее, вы знаете, что ее-то сын с ней был, а у нее еще 4 детей мужа там. И они очень любят Танзилу, поэтому почти все, что, ну не почти все, что, но половину сладостей, что мне привезли Хадижа с Наташей, я отправила им. Большое им спасибо, они не забыли даже про Аишку. Ой, мамочки, вот такой вот единорог по нашим каналам. У Аистенка вы что же знаете, что канал? Знаете, что Аистенок, ну, Аишка любит единорога. У нее даже все платьица в этих единорогах. Вот так вот, друзья. Действительно был приятный очень вечер. И я хочу еще вспомнила, что Наташа, специально приехав в Чечню, когда уже купила платье и шарфик был на ней, и шарфик, чтобы не отличаться от чеченцев и ингушей, получается. И это, вы знаете, такой знак уважения к нам, уважения к народу, к которому она приехала. И большое-большое ей спасибо. После того, как они уехали, мои сыновья тоже это долго обсуждали. Говорит, это так, мама, говорит, это так было красиво, такой жест был красивый. Говорит, если бы им не было... Ну, если бы, говорит, им было все равно, что мы подумаем, то, в принципе, они говорят, ничего страшного, у нас и в брюках ходят, и без косынок ходят туристы, кто приезжает к нам. Это было не обязательно, но, значит, действительно, Наташа сделала это, конечно же, от души, чтобы сделать нам приятно, и нам это было очень приятно. И Наташе так шел этот шарфик, как будто бы она действительно одна из нас, кавказец, девушек. Ей очень шло, и платье шло, и косынка шла. Нам это тоже было очень приятно, очень лестно. Единственное, у меня не было второго сына дома. У него была срочная работа, и он, хоть была и пятница, а не дома, у него другая еще одна, он взял какую-то подработку, которую делает сам. Он ложит кафель в ванной. Он не смог. Он, правда, приехал, но уже было поздно. Как раз, минут 20, как уехали мои гости, он приехал, говорит, никак, говорит, не получилось у меня вырваться. Тоже очень хотел познакомиться с моими гостями, но у него не получилось. Вот так вот. Вот, друзья, и действительно, не знаю, я не могу передать, насколько было у меня у самой такие эмоции. Хотела, чтобы мои гости
чувствовали себя как будто бы, ну, не скованно, хотя Наташа очень скованно себя чувствовала. А мне хотелось, чтобы мы вот действительно как в группе, как мы общались спокойно, без всяких стеснений. Хотелось очень разрядить обстановку. Конечно, Хадижа старалась во все, я старалась ее поддерживать, но у меня свой внутренний мандраж тоже, я не знала, как и что. Мне было как-то вот, ну вот, в следующий раз мы будем в действительности, как будто бы встретились, получается, родня. Ну вот как получилось, друзья, у меня всегда как-то так выходит, поэтому канал называется «Как-то так у Лейлы». Вот как-то так у меня, друзья. А дальше посмотрите ролик о том, как мы провели вчерашний вечер. Ну вот так, действительно. Привет! Мишка! Привет! Больной приехал, да? А еще... حاجة تيوتي اسمي حماش بشتيني حاجة رسول في كادري يلا والله يا بتات هاي أنتم بجي حيلا حيل ايشكا يا فيني حنجوتاس حيرزل حيجلوزة ايشا ايشكا هاكو كم يجلجه ايش هحوقو مامك فلوت حيل مامك Друзья, и это моим гостям я приготовила небольшие подарочки. Это чисто символические башенки такие. Ну, символ гор, символ горцев, символ Чечни, Ингушетии вместе взяты. Это наши родовые башни, но в миниатюре, конечно. Вот такие вот две башни. Ну, их... Не знаю, вы сами знаете, ну, наши знают, что мы все-таки без подарков не отпускаем никого. И решила вот такие вот наборчики двоим девочкам моим, подружкам купить. Такие вот сервизы. Можно как в кофейный, можно как в чайный, с ними еще ложечка. Не знаю, выбирала Танзила, ей больше понравилось. Вот. Конечно, можно было бы подарить еще лучше, но... что могла. Короче, два вот таких подарка. С ними будут двое мужчин и платочки, и носочки. Вот так вот небольшие подарочки. Так получилось, что у меня пакеты слишком большие. Не получилось купить бумагу упаковочную, чтобы красиво это упаковать. Конечно, я бы хотела, чтобы это было очень красиво, но у меня не все вышло. Красиво упаковать было бы красиво, но, во-первых, девчонки, не я, не мои девчонки, по-моему, хотя Мадина умеет, по-моему, упаковывать, да? Ладно, не получилось. Вот так вот, пусть будет так. Два пакета моим друзьям. Все, так, все, отправляю. И теперь, ну, небольшой стол накрыли, еще не полный. Чуть-чуть попозже покажем, что и дальше. Еще нужно кое-что сюда дополнить. Горячего еще нет. Фрукты, по-моему, еще Мадина чистит там. Ну, потом еще доснимем. Так, встречаем гостей. Вот я и добралась до тебя. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Приятно вас видеть. И странно. Нет, это странно. Вот видишь как? Действительно странно. Вроде только в телевизоре видим. Телефон, правда? Тут подумал бы, да, вы вот так вот светите. Как я ее взбаламутила. Не Мурашки по коже. Ну как, отдохнули? Да ничего. Впечатления какие? Впечатлений вообще куча, масса вообще, вот прям слов Просто нет. на мало Так они красиво. приехали, не все показали, Такая что природа хотелось бы. красивая. А мы же проезжали мимо, ну вот по Ингушетии, когда вот ехали. Ну, я поэтому говорила, что ты пригласила же в Чечню, а через Ингушетию же Да, ехать. Я поэтому проезжали говорила сначала ко мне, а потом... Теперь же и Эмили ее зовет. Я говорю, езжайте, да. А потом уже и до Шахиды. А там и Ницца не загорали. Ну, заходите, проходите, проходите.
Это аишки ваши маленькие, это вам. Ну, это так чисто символически. Так, Дима, несите. Наташа, закройте дверь. На, вот этот пакет с напитками бери. Вот это. Да, да. Так, ну, конечно. Так, знакомьтесь, это кто? Добрый. Это Мадина. Это дочка или Дочка. Дочка, да? А это? Это тоже дочка. Здравствуйте. Здравствуйте, хорошо, все, спасибо. Забери мне. Так, и сумку забери. Раз уж принесли. Все, заходим. Заходите, заходите, идите, проходите, проходите. Как вас зовут? Дмитрий. Так, извините, но может быть я и на ты буду переходить, потому что у нас и вы нету, если честно. Ты, наверное, в курсе. Иди сюда, сынок. Здравствуйте. Это старший сын. Это старший сын, который ездил куда-то к нам на север работать? Вот, да, как раз. Где конкретно-то? Мегион. Все понятно. Совсем недалеко от нас. Ну, А вы где живете? А? Вы откуда? а мы Нижневартовск. 30 километров. Да, да, вообще буквально. А у нас Леночка есть. Где там мама? Позвать тебе Леночку? Миллион, стоит работать. Позвать Леночку? 40 месяцев. А мы с Леночком и маленькая, и большая есть. Ну и что? А так, я делала ладно, что человек идет. Давай успокоим, он плачет. Пойдем, да, маленький, видишь, он маленький. Пойдем, он плачет, пойдем, мальчика. Пойдем. Ну что это, и гость плачет, и хозяйка плачет. Сейчас они освоятся, познакомятся. Стесняется, да? А, жених приехал, она стесняется. Молодец. Скромная девочка. Я говорю, не захожи, я говорю, мы невесту не идем, к мальчику. Мадина говорит, зачем ее искать, она у нас невесте. А я говорю, там уже, по-моему, засватан, за ее дочкой, и отбирать я у него. Ну, у нее. А что он хочет? Что не так? Не знаю. Я хотела еще лепешки делать, но думаю, все, уже на столе стоят лепешки, не буду делать. Вера, так много всего. Ой, спасибо вам, молодец. Как приятно. Ради нас тоже будет. Нет, молодые люди будут снимать нас. А, как когда со своей оператором. Видишь, как? Когда уже мои вырастут? Сейчас мама ездила по гостям, а они ее Ты только знаешь, как снимают. быстро растут? Я вот сейчас смотрю, блин, 34. Я недавно плакала, нету детей, уже этому 5-й год. Как быстро они? А когда они маленькие, вообще не думаешь, что когда же они вырастут? Я же сказала, как Хотела я сказать, скажу. что выручку, но решила, ладно. Просто они еще не молоденькие. Наоборот, вот эти вот должны сюда поставить. А тут возле ворот это ваш бычок или кто это, да? Корову, бычок и эти вот теленочек мои. Не успели еще включить. Ой, сейчас лимонад маме принесу. Маме? Да. Делай. А, ты же делаешь, да, я видела А рецепт. зря, да, сейчас принесу. Ой, ой, какой ослик там, ослик, нет, Единорог. 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 Аишка, она любительница у нас этих единорогов, все платья. Ой, будь здоров. Жених, иди вот, может, друг с другом язык найдете общий. Пойдешь, девочка, играть? Ему кошка. Я из тарелки была чистая. Хорошо так. Я люблю такие, когда жизнь вот так вот кипит, чем что-то сидела, хоть в доме, хоть на этажах. Это у меня машина появилась, аж вообще. Я же говорю, только вчера я с Ведено приехала. Там под навесом убираем. Не, маме день рождения отметили, на второй день под навесом перебираем, все убираем. Потом вот это ждала гостей же. Гости, ой, гости. Она хотела на одну ночевку приехать. Я говорю, и смысл? Чё? Вот ты приедешь ночью, переночуешь и что?
Ну мы же вообще не планировали вот так вот. Ну хорошо, но Мы запланировала вообще на хотели одну сразу ночь. на Волгоград. Я думала, ну клянки, ладно, по пути заглянем. Янка сдернула. А тут так все серьезно у вас. Да. Я после вот твоего вот этого, неужели ты посмеешь? Хороший, да? Честно. Ходим туда, хороший. Поедем. А я Чаще знаю, как ему не сказать. идти не надо. Мама моя говорила сначала тоже. Куда? Да ты что, какой грустный, боже, да что ты? У них же все представление, что вы что. Они боялись заезжать даже сюда. И до вас никто там не вообще. Ну да. И не Я говорю, особо. да ладно, говорю, да все там нормально, мы же общаемся, говорю. Ой, вот сейчас вот ехали, она звонит, она мне... Вы «Всё же нормально, у еще тебя все в хорошо. плену уже. Сейчас наденем на тебя хиджаб. Да, давайте. Так видишь, у нее дочка У меня какая. дочь такая. Дочка закрытая, чтоб длинном, платьечко Я не такая. знаю, скромная. вот она вот именно вот такие платья. Ой, Наташа, ей бы тут Вот понравилось. все бы ей вот так вот. Она абсолютно не такая вот, как сейчас молодежь нынешняя. Ага, продала. И прям не любит она на глаза вот показываться людям прям. Вот я и не вспомню ее в твоих роликах. Хорошая, да? Мальчика нет мелькал. А ее вообще нету? Вот я не Нет, вижу. она есть, но вот как-то она так не очень. И сниматься не очень. А эфир у вас с Димой был или нет? Был, Был, да, да, потому что я помню, что это. Ну, Помимо видео, что еще, по-моему, эфир у вас был. Так, ну вот, мои друзья, женщины с претензией. Без претензий. Без Претензий претензий. нет. У тебя стол шикарный, приняли Я шикарно. очень переживала, что будут какие-то претензии. Но оказалось, Хадижа настолько простая, даже больше проще, чем была в роликах и в WhatsApp у Нет, в нас. жизни я, да, всегда. Да, потому что и Там друзья, надо марку держать, знаешь, чтобы на шею не садились. и самое главное, они обе красавицы прям, нет, Не все-таки писали. камера не передает их красоту. Просто Наташа, правда, немножко себя скована. Но она в шоке, понимаешь? Она в шоке от всего. Я вижу по ней. Никак не расслабится, не знаю, мы как ее никак не распотрошим. Нормально. Следующий Сходишь, по-моему, мы на одной волне. Да. Ну все, мои гости Спасибо. приезжают, я безмерно рада им, что приехали. Мы тоже. Все познакомилась и с Наташей. и Мы с же её тоже, мужем. это же мы к тебе приехали, проявили уважение, правильно? Ну, конечно. Посчитали Не нужным уважали, не приехать. приехали. Да. Конечно, мне так Посчитали кажется. нужным приехать, Спасибо отметиться. большое. Да. Ну, Все ж всё. мы одна банда, все, всем пока. Всем пока.
Я ее загоню обратно. Посмела. Я сама тебя очень. Если кого-то ищет, это правда. Спасибо большое.